Ну вот сейчас мы поставили солнечные панели, чтобы включать альтернативную энергетику в свою жизнь. Заброшенная северная глубинка в Архангельской области, деревня под названием Тарасовская, которая вместе с другими почему-то вместе называется Березник. Мы сделали как раз такую демонстрационную площадку, демонстрационную в смысле каких-то очень маленьких практик адаптации. Пробовали энергоэффективную колпаковую печь. Мы пробуем разные методы природосообразного сельского хозяйства, которые помогают приспосабливаться к разбалансировке климата. Знаете, что я приехала в деревню и спрашиваю бабушку, как у них здесь была погода, что, значит, как сейчас, что она делает с огородом в связи с этим. Естественно, она сразу меня познает как студентку, которая приехала на практику, и это очень понятный способ взаимодействия, и мне нужно накормить и все мне рассказать. Приехали действительно у ребят в глубинке, стоит теплица, которую они отапливают, у них там такие огромные огурцы, огромные помидоры. И они продлили себе сезон тоже с нашей помощью, потому что не хватало освещенности в этом биовегетарии. Тепло там не тепло, если солнечного света нету, все равно период сокращается. И вот теперь они как бы круглый год могут выращивать свои огурцы, помидоры. Организовывали такие вот информационные центры, просветительские центры, которые называются сайенс-шопы. Это такое большое европейское движение, когда местное сообщество может обратиться с вопросом к ученым, а те, кто работают в этом сайенс-шопе, могут найти других исследователей, которые могут ответить на этот вопрос. Наши художники смотрели совсем по-другому. То есть они видели, остро видели саму проблему, ухватывали ее суть, и именно художники могут донести проблемы местных сообществ до широкой общественности.